Представленные здесь работы, как правило, относятся к тому периоду его жизни, а именно 1920-х годах. Дело в том, что в это время в Советском Союзе была популярна такая политика, как коренизация. И крымские татары были одним из народов, вызвавших значительный интерес у историков, этнографов, археологов. В 1925-27 годах сюда организуется ряд исследовательских экспедиций, и Багаевского приглашают как художника-зарисовщика для того, чтобы отразить, в данном случае, по большей части, крымскую архитектуру. Здесь мы можем видеть самый большой спектр представленных типов зданий, как от мечетей, бань, то есть хамамов, до образовательных учреждений, как, например, Зинджирлы медресе. Более прочих, конечно, представлены также тюрбе или дюрбе представителей крымской верхушки периода Крымского ханства. Как ханов, так и беев, ну или других знатных представителей аристократии.